Оперативное лечение заболеваний нервной системы, включая головной и спинной мозг, говоря иначе, нейрохирургия. И именно в этом, одном из самых сложных направлений медицины, наши врачи делают определенные успехи. Спасать человеческие жизни для ингушских хирургов – дело обыденное. Слово Мадине Пугоевой. Современная операционная и 2 квалифицированных врача-нейрохирурга – этого более чем достаточно для того, чтобы провести сложное оперативное вмешательство. О том, чтобы удалить объемную опухоль, не выезжая за пределы республики, пару лет назад ингушские пациенты могли только мечтать. Но уже сегодня подобные операции проводятся в стенах Республиканской клинической больницы. Высокотехнологичную медицинскую помощь больным оказывает Умар Газгиреев и его команда опытных врачей. На операционном столе у нейрохирургов 55-летняя женщина, у пациентки спинальный стеноз, проще говоря, грыжа. Чтобы удалить объемное образование на уровне поясничного отдела, медики применяют микрохирургическую дисектомию. Для врачей это настоящая ювелирная работа. Невооруженным взглядом найти мелкие корешки практически невозможно, поэтому операцию проводят под микроскопом. Мы сейчас сделали доступ, скелетирование костей, дошли до дурального мешка. Вот то, что мы сейчас трогаем, это дуральный мешок. От этого дурального мешка выходят корешки, которые образуют нерв, в том числе седалищный нерв. Максимальная точность и сосредоточенность образования в области поясницы врачи удаляют поэтапно. В отличие от других клиник, ингушские медики не убирают связки, а делают надрез естественным путем через боковой доступ. Впрочем, подобных мер можно было бы избежать, если бы пациентка не занималась самолечением и не прибегала к народной медицине. Если грыжа маленькая, конечно, бывает так, что помогает. А если секвестр большой, он не вытягивается полностью, как единое целое, а кусками выходит, как в этом случае. Больная долго находилась на консервативной терапии, лечилась народной медициной, поэтому у нее именно вот так разложенный диск. Чтобы прооперировать пациентку, пришлось сделать дополнительное обследование. Впрочем, для ингушских нейрохирургов подобная операция – привычное дело. За спиной у этих врачей десяток сложных операций, в том числе и удалению опухоли головного мозга. Пару дней назад на операционном столе оказался Висенгирей Бадиев с диагнозом образования в левой теменной доле с прорастанием в теменную кость. Во время каждой операции бывают определенные сложности, особенно при удалении опухоли головного мозга. Там множественные сосуды, магистральные сосуды проходят. Данная опухоль доходила до средней мозговой артерии. Это у нас считается магистральный сосуд. И с такими сосудами у нас, бывает. Операция прошла успешно. Висенгирей Бадиев уже пришел в себя. Если несколько дней назад он не мог разговаривать из-за неврологического расстройства, то сейчас чувствует себя лучше. Пациента хоть и переполняет желание наговориться вдоволь, чтобы начать полноценную жизнь без недуга, ему предстоит пройти постоперационный период. Нормально. Пока живой. И таких успешных операций за всю практику ингушских нейрохирургов было немало. В стенах медучреждений республики часто оперируют больных из соседних регионов. Совсем недавно квалифицированную медицинскую помощь здесь оказали ребенка из Дагестана. В этом немаловажную роль сыграла и национальная телерадиокомпания «Ингушетия». Нам было приятно. Благодаря телевидению, благодаря вам, вы сделали в прошлый раз ролик про наше отделение. Этот ролик посмотрели в Дагестане, и оттуда вас очень тяжелой патологии привезли к нам ребенка, который 3 месяца находился в реанимации, в коме, где-то неделю, 2-3. Приехали к нам, увидев этот сюжет. Мы его прооперировали, спасли ребенка, и они уже в удовлетворительном состоянии уехали домой. Отделение нейрохирургии при РКБ радует своими успехами. Это одно из самых динамично развивающихся направлений в медицине. Тем не менее, сбавлять темп ингушские врачи не намерены. В планах на будущее покорение новых высот здравоохранения. Мадина Пугоева, Сурхок Кусиев, Новости 24.